Здесь вот бойсо. Ассаламу алейкум. Приветствую всех. Так, давайте все, я в эфире, да? Я в эфире. Видно и слышно, все отлично. Так, здорово, я в Украине. Юрий, привет. Ассаламу алейкум, Аслан Овчинов. Ва алейкум салам. Умар, ассаламу алейкум, ва алейкум салам. Так, сейчас мы тут у нас новая техника, поэтому я пока в этом не разобрался до конца. Так, Чино, ассаламу алейкум, мой телефон чухался. Ва алейкум салам, Чино. Так, поехали. Митхунчик работает. И себе, ассаламу алейкум, Ленваш, 23:00, как раз после работы успеваю дома смотреть эфир. Удобное время. А у вас получается 23:00, да, Митхун? Ну, я надеюсь, ты не во время оккупированной Ичкерии. Так, так, поехали дальше. Если не видно, перезагрузите. Санкт-Петербург на связи. Сергей Барсигян. Приветствую, Санкт-Петербург. Приветствую, Сергей. Самуэль Кольт. Аслан, рад тебя видеть. Вид старший брат. Спасибо, брат. Звук как в зале, говорит. Да? Хороший или плохой звук? Это хорошо или плохо, Чего? Скажи мне. Добрый вечер, Аслан. К нам вернулся from the mountain. Приветствую, Грузия. Бек Юсупов, ассаламу алейкум. Так, говорит, потише у себя. Он супер, говорит, from the mountain. Ну вот, мне тут сегодня понаставили разных всяких вещей. Так, ставьте лайки, подписывайтесь на реалити, говорит, Ченхо. Так, плохо, да? Сейчас тогда подождите. Попробуем тогда сейчас выключить наушники. Или отодвинем тогда микрофон. Подождите. Так, раз, прием. Как слышно? Странно делать. Основной мощный, рубашка, как за спиной, огонь, нет, далеко от Ичкерии, в России жизнь, плитка. Молодец, Митон. Береги себя. Израильская хунта. Аслам, привет с Израиля. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Приветствую, Израиль. Кто, да? Так, салам братьям Кавказа. Приветствую, Грузия. Других я не прочитаю, к сожалению. К нам вернулся Николай Жулин. Добрый вечер, Аслам. Вы меня узнали? Думаю, у вас хорошая память. Конечно, узнал, Николай. Эхо немного мешает, да? Очень плохой звук. Останы. Юха Хилье и микрофон. Эхо, Таэли, Пьон. Да? Мы все подвинули, да? Так, подождите. Раз. Так, добрый вечер, говорит. Ну, дали эхо. Добрый вечер, Winner Revolution. Так, леди Маршиоэль. Так, Магомед Балаев отлично слышно. Украина, витай, Житомир. Приветствую, Украина. Так. Звук у тебя как из бочки, говорит израильская хунта. Мой ник — это победа в единстве, говорит. Так, уже лучше. А если так? Буду вот так сидеть, весь эфир получается.
Так, вот так классно, говорит. Вот, ну, слава богу. А ну-ка, если уберу наушники, господа, вы меня извините, что у меня тут не налажено. А ну-ка, если уберу наушники, господа, вы меня извините, что у меня не налажено. Повторяет, что ли? Нет, слишком близко не обязательно, говорит. Повторяет, что ли? Господа, в Париже у нас товарищи, говорит. Понятно, товарищ, с вами все. Аслан, ухо слишком близко к костру. Так, салам Аслан Бей, салам Генджи, ва алейкум салам. Приветствую, Эмин. Закир Ляев. Наталья Башкова, Харьков, приветствую, салам алейкум. Приветствую, Харьков, алейкум салам. Наталья. Ночью из Германии, Аслан Хайком, Ирзук, Лагье. А, да? Сейчас, подожди. Инсмухес, все, инсмухес. Хайди. أصلا نيس دوحة هواتية بتنجيم лагаешь. Из у нас. Если ты на ноте, так, что ты тут теряешь, то срабатывает его микрофон. Отключи микрофон ноута. Да? Микрофон ноута. Ага, сейчас подождите. Где его найти, этот микрофон ноута? Так, ну как, скажите, сейчас как, нормально? Так, нормально, говорит мистер робот, не трогай, говорит. Салам, почему ты его удалил, Чино? Так, подождите, удалил, нормально, Аслан, не трогай. Чинго, он ничего не сказал. Так, Аслан, садись нормально. Садись, сижу нормально, я просто читаю вот с экрана. Так, вот хорошо слышно, говорит, ночь изгибаем. BQ. Так, хорошо, легкой. Ну, попробуем как-нибудь вот так вот. Где же этот микрофон-то, чтобы его отключить? Ну ладно, оставим как есть. Вы меня видите? Все нормально? Картинка, все отлично, да? Так, ну давайте, короче говоря, поехали. Все будет нормально. О, Краматорск, Донбасс. Приветствую, Андрей Соболев. Привет. Краматорск, привет, Донбасс. Слава Украине. Держитесь, парни. Мы за вас болеем и всячески вас поддерживаем. Картинка отстает от звука. Ну ничего, следующий эфир будет нормально, ребят. Это просто пробный. У меня тут как бы все еще не налажено, хотя долго налаживали, но вот не наладили. Да, вот я себя слышу, и мне это мешает на самом деле. Это... Вот есть. Скажите, сейчас слышно меня или нет? Я выключил полностью звук. Слышно меня или не слышно, скажите. Все хорошо, говорит мистер робот. Ну все тогда. Ну слава богу. Очень плохо слышно, да? Слышно. Мы тебя слышим. Да, отлично. Ну все, слышно хорошо. Я просто убрал полностью звук оттуда. Ну и как обычно, как я обычно делал, тогда получится вот такого плана. Звук на этом нормальный. Ну все, поехали, короче говоря. Будем потихонечку. Так, давайте, знаете, с чего начнем? Начнем с нашей темы, которая у нас сегодня начинается. Сегодня к нам в Берлин приехал Помпео.
госсекретарь Соединенных Штатов. И вот что он заявил. Госсекретарь, это министр иностранных дел у них, да, получается. Госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Берлин, приуроченному к 30-й годовщине падения Берлинской стены, заявил, что страны Запада обязаны вместе сдерживать угрозы со стороны авторитарных государств, к числу которых относится Россия. Выступая в столице Германии, Помпео в частности заявил, сейчас Россия, возглавляемая бывшим офицером КГБ, резидентом в Дрездене, нападает на своих соседей и убивает политических оппонентов. Также госсекретарь подверг критике Китай. Так вот, что бы я хотел сказать по поводу политических оппонентов. Убийство Зелимхана Хангашвили, которое произошло 23 августа 2019 года в центре Берлина, является именно тем убийством политических оппонентов. Конечно, к этому можно привязать и убийство Бориса Немцова, но мы также являемся оппонентами, да, этого Путина, политическими оппонентами. Мы политически по-разному смотрим на эти вещи. Мы считаем, что наша страна оккупирована, и это мы можем доказать в Европейском суде, и в Международном уголовном суде, и где угодно. Вот они считают, что Россия и Чечения – часть России. Поэтому, вот, уважаемый Помпео, я надеюсь, двойных стандартов, тройных стандартов не применяет, и мы уверенно можем сказать, что речь идет в том числе о убийстве Зелимхана Хангашвили. Возвращаясь к тому, что у нас будет сейчас мероприятие, посвященное тому, что немецкие власти полностью игнорируют, замалчивают ситуацию с убийством Зелимхана Хангашвили. Мы 13 ноября 2019 года проведем акцию перед Генеральной прокуратурой Германии в Берлине с 11 часов до 13, 2 часа. Поэтому всех призываем присоединиться, всех до единого. Мы вас там будем ждать. Мы должны потребовать немецкие власти нам объяснить, почему, на каком основании, что стоит выше: право, законность, безопасность Германии или какие-нибудь крупные финансовые интересы, которые, конечно, имеют большое значение. И в нашем случае, вот как с убийством Зелимхана Хангашвили, как мы видим, это, по всей видимости, наверное, решающий фактор, что вот не хотят идти на обострение. Ну или идти на обострение, или же дать нам четко понять, что это не политическое убийство Зелимхана Хангашвили, отца малолетних детей, добропорядочного гражданина в Германии, который находился на законных основаниях в Германии, любящего отца, любящего сына, брата, супруга, убили в центре Берлина, и ничего такого не произошло. Какое-то бытовое преступление, да? Зелимхан Хангашвили не нарушал ни одного немецкого закона, также он, я уверен, не нарушал и нашего, и грузинского закона. Нигде, я уверен, нигде нет никаких приводов по этому поводу, так как это был очень честный, порядочный человек. И дал газу от облдольцин. Поэтому всех мы призываем обязательно прийти и показать, чем нас будет больше, тем лучше. В прошлый раз я призывал прийти чеченцев, да, и я призываю всех прийти. У нас уже некоторые украинцы пообещали прийти. И призываю всех, евреев призываю, которые тут проживают. Поверьте, как сказал Игорь Эйдман, которым я общаюсь, дружу, который проживает в Берлине, как он сказал, что вчера пришли за коммунистом, и я же не коммунист, и я не стал за него заступаться. На следующий день пришли за евреем, я же не еврей, и я не стал заступаться за еврея. И на третий день пришли за мной. И за меня уже некому было заступиться. Поэтому, уважаемые, дорогие жители Германии, и не только Германии, туда завтра, 13 ноября,
приедут с Франции люди, с Австрии люди, с других мест приедут. Поэтому призываю всех людей доброй воли не ждать, пока к ним придут, да, пока у них начнут проблемы возникать, а помогать сегодня всем, кто нуждается в этой помощи. По поводу места я распространял информацию. Под этим видео есть видео «Хватит молчать». Вы можете там в этом видео увидеть «Призываем не молчать» Зелимхан Гангашвили. Видео у меня от 4 ноября 2019 года. Митинг будет, как я уже говорил ранее, 13 ноября. Там же есть адрес, куда надо прийти. Если нет, мы распространяли видео по WhatsApp, везде. Так что просьба никому не игнорировать и всем прийти. Мы просто обязаны, если мы гражданское общество, мы должны всячески привлекать к нашей проблеме внимание. Кроме нас, больше за нас это никто не сделает. Так, как у меня видимость? Так, господа, давайте скажите, как вы. Так, все нормально, да, по-моему? Раз вы не жалуетесь, это уже хорошо. Так, отлично. Поехали тогда по вашим вопросам. Пообщаемся. Так, ставьте лайки, подписывайтесь на реалити, говорит Ченхо, наш модератор, который рубит с плеча. Так, смотрите, 4.16 смотрят, подписано 100, лайки поставили 110. Так что, господа, догоняем, безбилетники на выход. Так, всем привет с украинского Донбасса, говорит Игорь Кириллюк. Приветствую, Игорь. Донбасс, держитесь. Весь честный люд на земле за вас. Это 100%. Все адекватные, все человечные, все справедливые люди за вас. За вас, за Украину. Держитесь. Слава Украине. Николай Жулин. Аслан, а вот чем я могу помочь вам? Николай, вы, по-моему, уже быстро как-то изменили свою точку зрения. Вы вчера, позавчера, в прошлом стриме были против меня. Но сейчас я смотрю, вы уже хотите нам помочь. Помочь вы можете, если будете говорить правду, если вы будете распространять правду, если будете привлекать внимание к проблеме, то, что создает ваша страна и Федеральная служба безопасности. Самая террористическая, самая большая и опасная террористическая организация всех времен и народов. Это не преувеличение, поверьте. Ну, вы, наверное, сами знаете. Просто вы уже привыкли так жить, ну и живете. Так, Рамазан Магомедов, привет, Донбасс. Вот, все передают привет, Донбасс. Рамазан, салам алейкум. Я думаю, ты здоровался, я, видимо, пропустил. Так, Ичкерия Лайф митинг, напоминаю, состоится 13 ноября. Так, Наталья Башкова. Аслан, молодцы, что организуете акции. Они очень нужны, чтобы в Европе тоже видели это движение сопротивления. Да, Наталья, всячески пытаемся, взаимодействуем со всеми, особенно с украинцами мы взаимодействуем, с евреями взаимодействуем, которых тоже тут, не так, чтобы очень много, но нормально. И причем, знаете, евреи, они очень активные, такие пассионарные люди, не глупые люди, скажем прямо. И поэтому очень приятно. Некоторые из них россияне. Но мы не делим на украинцев, россиян, чеченцев, ичкерийцев и так далее. И если ты за демократию, за свободу, за право народа жить так, как они хотят, то мы все заодно и, конечно же, против вот этой бандитской путинской власти, фашистской власти. Там можно много терминов применять к этой власти. Так, Хамзат Келу. Аслан, сегодня видел семейную пару. Так, пропустил. Куда делся? Семейную пару он видел. Так, вот потерялся у меня вопрос, надо искать.
Ничего, надеюсь, ты его не удалил, этот коммент. Так. Вот. Надо найти этот вопрос. Одну минуточку, господа. Нет, короче, не могу найти. Видимо, сказывается, несколько дней не выспался. Так, Кело, закинь еще раз свой вопрос. Виктор Орлов, привет, Асан. Что скажешь про слова Кадырова, что будет убивать за оскорбление чести? Знаете, у нас как-то было судебное заседание, и там тоже обсуждалась затронутая честь. И один адвокат сказал, давайте начнем с того, а была ли у потерпевшего честь? Вот и все. Нельзя оскорбить того, у кого ее нет. Ну, можно делать вид, что она есть, да, некоторые там тоже так все любят. Он первый. Так. Невозможно не поддерживать Ичкерию. Чеченцы имеют право на самоопределение, как любой народ на земле. Марк, это ты? Я на иврите тоже не читаю, как и грузинскую вязь, мне трудно понять вашу вязь. Ну, спасибо, в любом случае. Спасибо, Израиль. Как найти Аслан? Имею в виду, что звук опаздывает от видео. Понял? Да, мне уже сказали, но я думаю, надеюсь, все будет хорошо. Так, хватит молчать, Чечения. 13 ноября 2019 года, 9 года предательски был убит Амир Ислам Успахаджиев и несколько братьев с ним. Далде Албойлюш. Амин, Далде Албойлюш, Далвазвути Албойлюш. Да, конечно, я хорошо не знал Ислама Успахаджиева, но я с ним виделся, знал его еще когда я был маленьким, когда я приезжал в Петербург. Так, Умар Абу Дагестани. Асан, ассаламу алейкум, брат, как ты, как здоровье? Асан, скажи честно, если я напишу что-то негативное в адрес Кадырова, это получится, что я задеваю мой братский истинный чеченский народ? Ну тогда, алейкум салам, Умар, тогда мы вот только этим и занимаемся. Вот этот твой братский истинный чеченский народ, мы его сейчас тоже иногда, если сказать что-то на предателей. Нет, конечно. Ну, надо всегда говорить, чтобы мы всегда четко разделяем. Есть чеченцы, есть клопообразные из семейства Клоповых. Это те, которые вчера были за нас, а потом, когда им стало выгодно или там испугались чего-то, перешли на ту сторону. И не просто перешли, да, а начали люто ненавидеть нас и убивать, потому что поняли, что они предатели. Конечно же, это у них не пройдет. Знаете, когда грязь прилипает к телу, да, не запачкаться нельзя, особенно когда вокруг тебя живут очень грязные люди, скажем так, то эта грязь потом на солнышке, вроде бы ее много, она отсыхает и отваливается, забирая там ненужные отсохшие клетки с кожей. Поэтому я думаю, это пойдет в какой-то степени на пользу. Конечно же, хотелось бы, чтобы этого не было, но это есть у всех, во все времена, у всех народов. Поэтому нам надо к этому отнестись с пониманием, чуть-чуть вырасти в этом плане, понять, что мы не все святые, не все такие молодцы, хорошие, что и в каждой семье есть свой некрасивый, нехороший человек, скажем так. Так, поехали дальше. Так, Лоудзу, Аслан, есть ли в вашем близком кругу грузины? Да, у меня есть очень близкий друг грузин. Так, когда же суд над Путиным? Я его говорить не буду, чтобы у него не было проблем. Так, Эмиль Закиряев, когда же суд над Путиным? Какова динамика? Ну, если ждать, то очень долго придется ждать. Надо что-то делать. Так.
Вот так опять перемоталось. Я просто сейчас еще не привык тут пользоваться. Аслан, у тебя апартаменты графские. Граф Орти Аслан, говорит, персона нон грата. Ну да, вот, но это все картина. Это на самом деле не по-настоящему, но граф, да, это да. У меня ник был в Фейсбуке Адам Греф, и меня все называли Адам Граф почему-то. Это просто немецкая фамилия была. Я взял ее самая распространенная, самая короткая, когда делал ник. Так, поехали дальше. Аслан, Йокарный Бабай. Вот Йокарного Бабая тоже давно не было. Йокарный Аслан, если в Германии пришел отказ от представления убежища уже от суда, то можно уже поехать в другую страну с надеждой, что там начнут рассматривать. Но надо, Йокарный Бабай, надо знать, сколько раз вам пришел. Вы можете обжаловать первое решение суда, вы можете обжаловать. Потом еще мы путаем, когда нам отказывает миграционная служба, что это уже как бы такое решение суда, мы это называем. Поэтому сперва бывает отказ от миграционной службы, потом вы это обжалуете в суде в первой инстанции, потом во второй инстанции. Если вам отказали во второй инстанции, то у вас есть надежда, ну, во-первых, есть надежда по вновь открывшимся обстоятельствам, да, если какие-то факты появились, и вы можете доказать в суде, что вам реально угроза, вам угроза реальная, то вы можете вновь подать и вновь, чтобы вас будут рассматривать. Но это должны быть такие весомые факты. Или же есть такая вещь, как обратиться в парламент той земли, например, если говорим про Германию, той земли, в которой вы находитесь. Вы пишете туда бумагу, они это рассматривают, и если вы смогли это доказать, то вам, даже если два решения суда, вам разрешают остаться, вот, депутаты, парламентарии. Но там есть такое хитрое такое дело, что если они вам откажут, то все, больше никогда вы уже не имеете права получить это. Ну все, это уже, то это все, короче. Вот такое вот дело. Поэтому уехать в другую страну, если вам отказывают, ну, если у вас начался процесс, то надо этот процесс добивать. Ни в коем случае не уезжать. Но если вы решили уехать, то, конечно, это ваше право. И мы все свободные люди и можем, но это просто все заново, опять эта процедура. Это очень долго длится, эта процедура. И еще, знаете, я хотел об этом говорить, мне много пишут личку, и я не могу просто ответить, потому что там надо просто развернуто каждый случай разбирать. Нельзя так сказать, вот есть такой случай, и вот такая ситуация, и я это в двух словах скажу. И вот я тоже думал вот, посвятить часть сегодняшнего эфира этому. И, знаете, начнем с того, что мне пишут, что надо, как добраться сюда. Во-первых, нужна виза. Во-первых, всегда надо принять законные методы. Да? И это так, ну, как бы, у вас возникнут проблемы, даже если вы приедете. Но бывают случаи, мы-то приезжаем не из-за того, чтобы нам кушать нечего. Хотя это тоже является причиной, и это тоже следствие нашей оккупации нашей страны. Так вот, для того, чтобы мы могли сюда добраться, есть два способа. Ну, один способ – это виза, второй способ – это доехать до польской границы или до какой-нибудь другой границы, если есть другие способы, и вот пробовать проехать. Польские власти, некоторые польские пограничники брали деньги и пропускали там раз в месяц. По-моему, вот это получило огласку, и это прикрыли, это дело. Но, с одной стороны, это хорошо, что прикрыли, потому что если у кого нету заплатить 1500 или 1700 евро, 1500 или 1700 евро с одного человека, в том числе и ребенка, то вот таких мало, да, люди выезжают там в очень тяжелом положении. И вот то положение финансовое, материальное, тяжелое наше положение, это тоже связано с тем, что вот нас вот угнетают и нас не берут ни на какую должность, ни на какую работу. Только агенты ФСБ, там, только вот стукачи, коллаборанты, предатели, только они могут работать на хороших должностях. Там,
на больших должностях. Других вообще там нет. На хлебных, так называемых местах работают только те, кто в теме. Это. Но мы не в теме, поэтому нам приходится как-то выживать. И вот способ один – получить визу, законный способ. Второй тоже законный способ – приехать до польской границы, до Бреста и на поезде попробовать проехать. Но это издевательство. Это издевательство и это позор Польше, Европейскому Союзу, правам человека, которые они отстаивают. Ну и, конечно же, наш это позор. То, что наши люди вот так там находятся и вот к ним такое вот отношение. Так вот, есть еще третий способ. Можно взять транзитный билет. Вы можете купить билет там куда-нибудь там в Мексику полететь. И если этот самолет летит транзитом через там Мюнхен или Лондон, вы выходите в этой транзитной зоне, выходите и просите политическое убежище. Конечно, вам нужно выйти за пределы аэропорта. Это уже зависит, как у вас все это получится и так далее. Ну, разные способы применяют. Поэтому вот можно вот так попробовать добраться. Это, конечно же, нарушение. Это я вам этого не должен говорить, но это распространено, так делается. И если кому-то это поможет, я готов нести ответственность, если какую-то ответственность на меня за это возложат. Поэтому вот я вам сообщаю. Потом, когда вы прибываете, тоже самый важный момент, когда мы прибываем сюда, у нас возникает ситуация, что вот мы приехали, мы еще привыкли, когда у нас было активное боевые действия на территории нашей страны, возникала ситуация, когда мы ничего не делали, мы уже признаны из зоны боевых действий, и нам сразу же предоставляют убежище. И к нам относились хорошо, да, против нас не велась пропаганда, мы себя показывали хорошо, против нас русские не применяли пропаганду, потому что им было не до нас. И в какой-то степени тогда русские, даже в какой-то период они не могли определиться, хотели, чтобы мы уехали, как бы чем меньше населения, тем меньше помощи партизанам, тем меньше людей, которые уйдут на эту войну. С другой стороны, они то не хотели, чтобы нас тут много собралось, потому что это приобрело очень такой лавинный характер, да, когда очень много людей уехало. И вот ситуация сейчас в корне изменилась, и чеченцы этого до сих пор не поняли. Потом, опять же, мы сами не делаем ничего. Когда мы приходим сюда, мы говорим, ну вот Кадыров нас обижает. Тот, кто говорит, Кадыров обижает, тот недалекий в понимании ситуации, которая происходит. Потому что нас обижает не Кадыров, нас обижает русская оккупационная армия и русские специальные службы. Кадыров – марионетка. Все, кто там находится, марионетки. Эти люди не вольны над своими действиями. Они делают то, что им приказано делать. И вот они пытаются всячески поддерживать уровень страха, и на камеру нам рассказывают, как вот они вот такие хорошие, и перед русскими выслужатся, убивая нас. Поэтому надо говорить, не Кадыров нас обижает. Кадыров – это инструмент, это молоток или топор в руках палача, НКВД, КГБ, ФСБ. Надо говорить, что нас Россия оккупировала страну. Когда нам говорят, откуда, с какой вы страны, мы не должны говорить, что мы приехали с России, даже если у нас есть российский паспорт. Российский паспорт нам вручили незаконно. Они не имели права нам давать этот паспорт. Понимаете? По международным законам международное право запрещает на оккупированных территориях выдавать паспорта. Точно так же запрещает забирать, даже рекламировать службу в вооруженных силах оккупационной армии. Оккупировали территорию, они не имеют права даже рекламировать, брать наших ребят. Но нас, как вы знаете, ставили в условия, когда ты без паспорта, без там прописки, без штампа о военном учете. Это я все проходил на себе. Тебя просто гнобят просто. Тебе не скрыться, не деться никуда. Тебя убивают. Были случаи много раз. Пытают, избивают, вымогают деньги. Ну и ты вынужден просто взять этот документ. Хотя нам этот российский паспорт просто даром не нужен. Это вражеский паспорт, и мы все это прекрасно должны понимать.
Так вот, когда мы сюда приезжаем, мы должны четко рассказать, для чего мы сюда приехали, почему мы сюда приехали, какая угроза представляется. И не надо бояться, что в Чечне узнают или ФСБ узнает, что вот вы здесь дали интервью. Оно называется интервью. По факту это форменный допрос. Да, я на многих допросах был, это в принципе это допрос. Ну или опрос, да, там скажем так. Ну, я считаю, это был допрос. И это специальные службы, специально обученный человек, который служит государству, которого вы просите убежище. Он с вами разговаривает, он обращает внимание, как вы говорите, что вы говорите, волнуетесь ли вы, не волнуетесь ли, да. Ну, то, что волнуетесь, в этом тоже ничего странного, такого нет. Смотрят, тоже обращают внимание, принимали ли вы участие в боевых действиях. Да? Если вы умеете хорошо воевать и первоклассно ликвидировать людей, то это тоже не очень хорошо. Да? Как бы государство беспокоится о своей безопасности. А человек, который убивал людей, тем более, когда нас представляют тут такими вот там воюющими, чисто чтобы просто убивать. Да? Никакой цели мы не преследуем, мы преследуем цель просто убивать. Ну, вот так нас Россия представляет. Хотя здесь, конечно, в это не верят, но на некоторых вещах предпочитают делать вид, что верят, потому что им так выгодно. И вот вы должны доказать, что вам есть реальная угроза. Если вы смогли это доказать, да, угроза по национальному, религиозному, там, иным фактам, что вас преследуют и вам есть угроза. Потом есть такая привычка говорить, а почему вы не живете там, например, не в Чечне, а в Москве или там в Якутии где-нибудь и так далее. Это вам уже с подковыркой вопрос задают. Это значит в другой части вашей же страны. Но вся проблема в том, что Чеченская республика Ичкерия не является частью России. Вот в чем проблема. И мы не можем жить на оккупированной территории. Вот так вы должны отвечать. Вы должны рассказывать, как они убивают, называть фамилии, адреса. Не надо бояться. Ничего не надо бояться. Никто об этом не узнает. Вы должны все вот так четко, подробно рассказывать. Ну, в принципе, вот так вот. Если будут еще какие-нибудь вопросы, если я смогу, я на них отвечу. Давайте я чуть-чуть перейду к вашему вопросу. И что я хочу сказать, что мы сами виноваты в том, что мы неправильно защищаем права. Потом вот здесь есть очень дельцы, адвокаты. Да? Адвокат адвокату рознь. Адвокат может быть очень порядочным, честным и добросердечным, а может быть мерзавцем просто конченным. И таких тоже мы очень часто встречали, видели. Поэтому вы тоже должны понимать, что не каждому адвокату надо доверять. Плюс, знаете, мы идем иногда к русскоязычному адвокату, потому что нам это удобно. Потому что самая большая проблема, которая здесь, с которой мы сталкиваемся, это то, что мы не говорим на языке, на их языке. Некоторые даже по-русски очень плохо говорят. И даже через Google переводчик перевести и понять, что потом написано на русском, это очень трудно. Кстати, я надеюсь, когда-нибудь мы тоже сделаем чеченский Google переводчик, чтобы мы могли наш язык тоже развивать и распространять. Так вот, не обращайтесь к русскоязычным адвокатам, потому что вам удобно с ним говорить. Нет, не вам удобно должно быть с ним говорить на русском языке. Ему должно быть удобно говорить на немецком или на родном языке с судьей. Он должен хорошо владеть и темой, да, и языком, да, на котором он говорит. Но самое главное не говорить, а писать. Для адвоката это не столько говорить, сколько писать. Плюс очень важно выбирать профиль. Юриспруденция – это огромный океан, просто, который не может охватить ни один, даже самый большой ученый. Поэтому, если вы занимаетесь конкретно миграционной проблемой, да, и у вас миграционная проблема, если у вас уголовная, это уже другая тема, вы должны обращаться к адвокату, который специализируется именно на миграционной помощи людям, на миграционном праве. Если вы там собрались разводиться, то, конечно, вы обращаетесь к семейному адвокату, да, кто занимается семейным правом, ну и так далее, и так далее. Поэтому вот такие простые вещи, которые нам надо знать и всегда придерживаться. Так, давайте я тогда перейду к вашим вопросам и посмотрим, что вы мне тут пишете. Так.
Поехали дальше. Йокарный Бабаев. Так, это я сейчас тебя зачитывал. Так. Ассаламу алейкум, Аслан, говорит, Резван Хачукаев. Аллах аттубайла, беч был дух адам сам дайқин, иншаллах, вайзам, гергю, митинги гурдувай. Ва алейкум салам, дейрейс хуль далмулlah. Но вы карадицер, дух харуай. Харуай дицер, дыня анкрота. Так, Ичкерия Лайф напоминает, митинг состоится 13 ноября с 11 до 13:00. Перед Генеральной прокуратурой Германии. Город Берлин, Эйскольштрассе, 3033. Всех прошу быть. Так, поехали дальше. Так. Умар Иван, вот опять перемотался. Вот я не могу. Короче говоря, все, потерял я Умара Ибн Дагестани, по-моему. Так. Маждада. О, Маждада, ты давно не писал. Ассаламу алейкум, Маждада. Аслан, фики-мики бош, волк хирдац Америки, Россия, пока разбор чел, червой волк да диз. Чо диск просто, Маждада. Чо да диск. Да диз, что хан уже теряллах. Анзор Ринов. В первом джихаде против российских оккупантов Джохар Дудаев говорил «свобода или смерть». Да, это распространенный такой лозунг «свобода или смерть». И да, это такое было. Хватит молчать, Чечения. Аслан, мне в Германии сказали, что я не нахожусь в Российской Федерации в федеральном розыске, и что я могу жить в других регионах России. Хватит молчать, Чечения. Вся проблема, да, это такое есть. Знаете, здесь это очень распространено, когда говорят, что живи в другом регионе и так далее. Ты не находишься в федеральном розыске и так далее. Мы должны доказывать, что мы не верблюды, да, и говорить, что если ты даже не в розыске, тебя и убивают, и пытают, и так далее, и так далее. Я, например, вот не в розыске. Но я вот, по крайней мере, пока я не знаю, подали на меня, возбудили они против меня или нет. В принципе, я им никогда не давал повода, чтобы меня можно было привлечь к уголовной ответственности, так как я знал, где я живу и не нарушал. Но я знаю, что они могут. Но сегодня, на сегодняшний день, я не в розыске, как я знаю. Приеду я сейчас даже в Москву. Я знаю, что я моментально буду задержан в аэропорту. Моментально. Поэтому это все, конечно, ерунда, то, что вам говорят. И так, хватит молчать, Чечения говорит. И надо обязательно Швабе летал, немецкий политик, да, депутат летал сейчас в Чечню по поводу московского механизма, это расследование. Другие есть моменты. И это все надо вам собирать. Бремя доказывания, то есть обязанность доказывать лежит на вас. Вы должны доказать, что что нас преследуют. И это правда. И то, что вы даже считаете мелочью, да, подумаешь, 2 дня всего лишь током побили, того 2 недели пытали, или убили вообще, или инвалидом сделали. Нет, так нельзя относиться. Плюс бремя доказывания, опять же, лежит на вас, и вы должны все всегда доказывать. Думайте, как хотите, но если вас реально преследуют и реально вам угроза, потому что немногих преследуют. Еще очень важный момент, кроме того, что мы плохо доказываем, есть еще шабашники, которые сюда приезжают. Плюс есть агенты, которые сюда приезжают. Приезжают, чтобы просто заработать денег, им плевать. Они не думают, что здесь есть люди, которым категорически нельзя ехать обратно, и что их могут посадить, убить и так далее. И они себя ведут здесь, могут совершать правонарушения, могут вести себя развязанно, врать. Понимаете, приезжает человек и говорит, я сел на коня и по Кавказским горам даже доехал на коне до Германии. Или куда он Норвегию, куда он добрался. Вот такой был случай, рассказывал. Стебется он, да, ему все равно. Он наговорил бред, несколько месяцев он тут побыл, или сколько, до года, пока разбирательство. Его депортировали или дали денег, чтобы он мог уехать. И он взял еще денег и уехал. А в это время, наверное, занимался какими-то нехорошими вещами. Таким людям все равно, да, но другим-то это же все сказывается на нашей репутации. И плюс не только те, которым нужна защита. Ситуация ведь следующая. Мы, которые имеем даже здесь политическое убежище, гражданство многие люди имеют, мы не активны.
мы не боремся за свои права, а если ты не борешься за свои права, то об тебя вытирают ноги. Это распространенная практика. И есть еще очень важный момент, который очень сильно вот сейчас начал применяться как в Австрии, так и в Германии. Вот, например, у вас такой случай, вам отказал суд. Реально я знаю человека, которому реально угрожает опасность, он в списках для преследования. И он проиграл суд, потому что он не донес до адвоката. Вот вы что-то адвокату рассказываете, этот адвокат должен увидеть все вашими глазами. И если вы не донесете до адвоката вашу позицию, то я могу по себе судить. Я не знаю просто все детали. И вы должны все на суде можно забыть, разволноваться, еще как-то. Вы должны все до адвоката просто ему вложить в голову. Он должен вашими глазами увидеть эту проблему. И вот вы, вот этот человек не донес, или до адвоката не донес, или адвокат не донес до судьи то, что он ему внес, то, что он ему говорил. И в итоге ему отказали. Реально человеку угроза, реально человек пострадает. И вот ему говорят, вот мы можем тебе, уже 2 суда проиграно и все такое. И ему говорят, вот мы можем вам предложить визу. Рабочую визу, вы можете находиться здесь и так далее и тому подобное. И я ему говорю, не делай, не бери эту визу, плюй на эту визу, ни в коем случае не бери. Он говорит, а что мне делать? Если я уеду домой, представь, что что-нибудь случится. И я не могу настаивать, понимаете? Я бы не взял бы. Я не взял бы эту визу. Мне, когда я пришел сюда просить убежище, мне сказали, адвокат сказал, вот здесь политическое не дают, это все тяжело, хотя у меня были все основания, все такое, мы не можем тебе помочь никак. Я говорю, хорошо, а что вы можете? И мне адвокат говорит, мы можем тебе не политическое попросить, а гуманитарное. Я говорю, как так? Я же не могу обманывать. Я пришел с конкретными, я не из-за гуманитарных соображений здесь оказался. У меня было что покушать. Я приехал, у меня была работа, я приехал, потому что меня преследовали. И потому что я не согласен с этой системой, с этой людоедской системой. И мне нет, говорит адвокат, нет. И он говорит, я настаиваю, я говорю, нет, уже. А адвоката задача выиграть дело, потому что это выигранное дело, это его рейтинг, это его доход, с которого он с вас возьмет. И вот возникает ситуация. Он мне говорит, я уже стою на своем, я говорю, нет, я только буду политическим. Он говорит, давайте тогда подадим и политическое, и гуманитарное. Что дадут, то дадут. Но тогда могут дать только гуманитарное, потому что немецким властям, миграционным, по крайней мере, службам, выгоднее дать гуманитарное, потому что как только наладится там ситуация, меня можно отправить обратно. То, что политическое может не наладиться, да, и за меня несет 10-кратную ответственность Германия, об этом это не нужно, да, лучше дать гуманитарное и потом сказать, все, в любой момент тебе сказать, все, до свидания. Если ты по политическим мотивам, если ты не нарушил закон, не совершил преступление, то тебя нельзя просто так выдворить из страны. Конечно, можно убить в центре Берлина, да, и потом власти будут молчать, но это уже другая история. И с этим мы тоже будем бороться, и тоже будем привлекать к этому внимание. Короче говоря, я сказал, нет, я не хочу никакой. Откажут мне, я поеду в другую страну, я буду требовать, потому что я считаю, в соответствии с тем знаниями, которые у меня есть, я считаю, что я должен получить это. И мне даже не пришлось идти в суд. А почему мне не пришлось идти в суд? Потому что когда люди сюда приезжают, мы как делаем? Большинство как делает? Подают документы, прошение о убежище в миграционную службу и ждут ответа. Во-первых, многие из нас не профессиональные юристы, и тем более никто не знаем миграционное право Германии, Евросоюза. И что мы можем тогда делать? Отсылаем и ждем. Конечно же, нам приходит отказ. Раньше, когда шла война, нам без разговора миграционная уже выдавала, и не надо было судиться. Теперь же нам всегда отказывают.
Но мы ждем отказа, потом берем этот отказ и идем в суд и как бы отстаиваем свои права. Уже подготавливаемся. Я сделал по-другому. Я когда сюда приехал, я, во-первых, обошел 5 адвокатов, со всеми разговаривал, каждому платил деньги за консультацию, там 80-100 евро за консультацию, чтобы поговорить и посмотреть, насколько он готов, ну, насколько он подкован в миграционном праве. После этого я выбрал себе адвоката, который я посчитал, что это хороший адвокат. И после этого мы с ним сели, и вот чтобы не соврать, с вечера, где-то 6 вечера до 4 утра мы составляли документ, который я подал. Вот такая вот была тема. Я его подал не в суд, я его подал в миграционную службу. И миграционная служба мне сразу же дала добро. Как только рассмотрела мое дело не пошло в суд. Сразу же было рассмотрение, и мне дали положительный ответ. Все. Но люди делают так, чтобы не платить адвокату, потому что вот сейчас, пока там, адвокат подождет, то сейчас нам миграционная служба откажет, потом мы какие-то деньги соберем, да, здесь поработаем там или еще как-то там, меньше будем кушать, меньше спать. Но вот соберем деньги, чтобы дать адвокату. У кого-то там с финансами бывают проблемы, это тоже понятно. Но эти деньги можно разделить. Не все можно сразу там заплатить адвокату, можно частями выплачивать, каждый месяц там какие-то суммы выплачивать, чтобы вот, если нет, сразу заплатить денег. Вот так я поступил. Ну и как я поступил, конечно, я и всем так и советую. Приезжайте, конечно, вы должны полностью разобраться в своем вопросе. Не отдавайте адвокату и не забывайте, ну вот я дал профессионалу, он занимается. Нет. Переводитесь, занимайтесь. Это очень-очень важно. Это самое важное. Как только вы имеете здесь юридические основания находиться, вот тогда перед вами открываются двери. Вы можете учиться, ваши дети могут учиться, вы можете работать, вы можете приносить пользу и так далее. Ситуация, конечно, изменилась из-за большого потока беженцев из Сирии, под видом которых много приехало других национальностей, которые делали паспорта там липовые, сирийские, и тоже здесь давались, чтобы получать вот эти социалы, вот эти деньги, которые им платят. Ну и так далее, и так далее. Но, опять же, мы самая угнетенная страна, нация, народ в Европе. И мы должны это донести. Если мы это не донесем, мы так и будем угнетаться. Мы всегда должны защищать свои права. И мы вот в таком положении оказались только лишь потому, что мы пережили геноцид и убили всех, кто мог как-то за нас заступиться. Но из-за этого мы не можем сказать, все, за нас заступиться некому, и мы теперь должны. Да, лучших из лучших мы похоронили. Да, у нас остались взрослые, которые уже не может человек там, 70 лет выполнять работу, которую может выполнять там, в 30 лет мужчина. Мы это должны понимать. И вот мы должны больше трудиться для защиты своих прав. Это всегда должно быть. Это не так, сейчас я свои права защитил, все, альхамдулилля, у меня все хорошо, я пошел спать. Нет. Всю свою жизнь, если мы гражданское общество, если мы государство, мы должны защищать свои права. И помогать тем людям, кто защищает эти наши права. И всегда уважительно к этому относиться. Зовет он на митинг, идти на митинг. Зовет Сайдами нас на марш, идем на марш. Что бы нам это ни стоило. Пока мы это не поймем, мы будем вот так постоянно ждать, пока нас коснется. И что мы. Так, давайте перейдем к вашим вопросам. Если не зависло, все нормально. Так. Давайте посмотрим. Так, ассаламу алейкум, говорит Саид из Багдада. Алейкум салам, раматуллаху баракату. Так, ставьте лайки, подписывайтесь на реалити, говорит. Вот, давайте ставьте лайки. 236, и вы не ставите. Мне уже самое. Ладно, давайте ставьте. Я же вам консультацию тут провел адвокатскую. Давайте хотя бы, если фильм вам не нравится, то хоть за консультацию лайки ставьте. Так. Так, давайте поехали дальше. Так.
Даже если мир перевернется, говорит лунный свет, вверх тормашками, я русским не поверю никогда. Таких лжецов мир не видывал. Врут с ухмылкой и издевкой. Да, это правда. Так, опять. Ничего, я научусь тут управлять всем этим. Война 11777 ислам. Русские и турки оккупанты террористы. Ну, я бы не ставил бы вот сейчас турков на уровень русских. Да, например, Эрдоган мне не нравится, но, например, по сравнению с Путиным, это просто святой человек. И когда вот сравнивают здесь с Германией, потому что тут не любят его по разным причинам, мне просто очень бывает досадно. Хотя я отрицательно отношусь к Эрдогану, но при всем при этом я, конечно же, не могу позволить сравнивать его с палачиной, просто животным, просто нечеловеческим, просто мерзавцем. Так. Так. Эд Мамедов задонатил. Эд, ассалам алейкум, Эд, спасибо, как обычно. Пожалуйста, Эд. Ну ладно. Ассалам, Аслан. Почему государство Украина не дает гражданство чеченцам, которые воюют за Украину? Алейкум салам, Эд. Я не знаю, почему не дает. Я не знаю. Знаете, был такой, убили его Воронков или Вороненков, депутат Государственной Думы. Депутатом, олигархами, он, по-моему, раньше в налоговой где-то работал, не становится. Да, не будем говорить о покойниках плохо, потому что человек вроде бы осознал, или, я не знаю, просто переругался и попал под каток. Но человек приехал в Украину. У него много денег. Вот этот человек получил моментально, это российский депутат, он моментально получил гражданство. Ну, это как бы у банды Путина считается как бы изменой, предательством. И его, конечно же, не сразу убили. Но при всем при этом этот человек получил гражданство, хотя он ни одного дня не провел на фронте, защищая Украину. А многие, которые там граждане России, граждане Ичкерии, которые там воюют, которые много уже месяцев, годов находятся на фронте, им почему-то не дают гражданство. Я не знаю почему. Я, наверное, обращусь к Владимиру Зеленскому еще раз. И я очень надеюсь, что он отреагирует на это. Надо будет отдельно сделать, потому что у него, наверное, точно времени не будет 1,5 часа нас тут смотреть. Ну, конечно же, надо этим вопросом тоже заниматься. И я почему-то не вижу активных украинцев, чеченцев, граждан Украины, которые там живут. Где, почему они молчат? Была Амина Акуева, Далдер Алёля. Все, после этого больше нет никого, кто борется за права, говорит об этом. Я не понимаю, почему. Огромное количество чеченцев живет в Украине, граждан Украины. Почему молчат, почему не борются? Но мы будем из-за них тоже говорить, конечно, это наши братья, они наш бой, мы общаемся с некоторыми, которые несут службу по защите Украины. Будем всячески призывать. Дай Бог, Украина, власти Украины одумаются. Я знаю, что Порошенко, которого сейчас все восхваляют, а Зеленского там пытаются плохое что-то говорить, Порошенко вопрос чеченцев даже не подпускал к себе. Вот. Было такое дело, когда ему говорили за чеченцев, он говорит, нет, за чеченцев не будет. Все, для меня этого президента, и у меня много друзей, которые поддерживают Порошенко, для меня этого президента, если это так, не существует. Он не может себя называть националистом, защитником, патриотом своей страны, националистом в хорошем смысле этого слова.
Но если он не поддерживает людей, которые очень сильно пострадали и еще как-то, то для меня не существует такого понятия. Да? И когда выдали Тумгоева, Тимура Тумгоева, ингуша, который с фронта вызвали и выдали, генеральный прокурор, который является кумом, по-моему, Порошенко, его почему-то не осудили, не сняли с должности, ничего. Вот этого Евгения Енина, которого за взятку, да, у нас есть информация, что была получена взятка, а русские взятки большие платят, чтобы хоть одного выдали, потому что для русских это не деньги, важно, чтобы показать, потерять доверие, чтобы было подорвано доверие у нас к Украине. Оно, слава богу, не будет подорвано, потому что в Украине есть отличные, чистые, золотые люди. И я, если честно, когда выдали Тумгоева, проклял все, что связано вот с этой выдачей. И когда я думал, я больше никогда... Я тут на митинг за Сенцова ходил, мы тут выходили за украинских моряков, за украинских политзаключенных, за крымских татар. И больше, чем о своих, а у нас 25-6 тысяч незаконно осужденных. Вот мы выходили и не просили украинцев наши плакаты держать, а держали вот плакаты Сенцова и других там, Клыка, других там ребят, которых там пытали, держали незаконно. И вот с одним украинцем, который я подружился, общался, и он начал поддерживать выдачу, говорит, ну это же законно вот там. Я сказал, я вообще не буду с тобой разговаривать в таком тоне. Это что это за разговор? Какой закон? У тебя часть страны отжали, у тебя убивают каждый день людей. У тебя там, я не знаю, просто врут на вас каждый день. Пропаганда ведется, вас сотрут в порошок при удобном случае. Просто они не смогли этого сделать. Только единственная причина, почему Украину не стерли в порошок, потому что Украина не дала себя стереть в порошок. 100% над вами творили бы то, что творили над нами, и еще сильнее, по-братски. Братская любовь в России очень сильная. Так вот, когда вот эта ситуация случилась, и я зарекся, что я никогда больше ни одного слова не скажу. Хотя я понимал, что там есть золотые люди, настоящие герои своей страны, которых я уважаю, знаю, некоторыми общаюсь. И вышли тогда украинские патриоты в Генеральной прокуратуре. И вышел Муслим, понимал, что это может закончиться кровью, и это на руку русским. Муслим Чеберлоевский, командир того батальона, от которого выдали Тимура Тумгоева. И Муслим сказал, мы хотим просто справедливости, пожалуйста, без провокаций, успокойтесь, потому что мы это все проходили. И Муслим, опытный человек, который прошел 2 войны, знает все эти русские ФСБшные штучки, и как бы понимает, к чему это могло прийти. Хотя Генеральную прокуратуру там могли просто разнести украинцы. И последнее, что я понял, что я все-таки не ошибаюсь в украинцах, а у меня были основания раньше не верить украинцам, потому что украинцы помогали России, да, когда шел геноцид. Я лично подпадал под репрессии пограничников Украины, когда приезжал в Украину, и так далее. И все равно я это оставил и знал, что солнце свободы, как говорил Джохар Дудаев, сойдет со стороны Украины. И вот когда вот эта ситуация произошла, я увидел на этой площади, вот в этом митинге, на беспорядке, там они мусорные баки, но уже реально ребята были очень серьезные, они с фронта приехали, но очень злые были. И на этого генерального прокурора Луценко, и на Порошенко, и так далее. Религиозный деятель, да, я не знаю, батюшка это был, или просто с бородой дедушка был. И я увидел искренность в словах этого дедушки. И вот он сказал, нет, не дедушка, это мужчина был, взрослый мужчина. А он сказал, парни, ребята, он говорит, к своим он обращается, к украинцам. Нас Бог не простит, если мы это позволим сделать, если мы это так оставим, если мы позволим. Парни, ребята, там,
братья, нас Бог простит. Я понял, что эти люди такие же, как и мы. Да, их тоже обманывают, их тоже предают, их тоже с ними всякое случается. Ну, они такие же, как мы. Поэтому я продолжил свое дело, несмотря на то, что я здесь поругался с украинцем за это, ну, за то, что он сказал, что это не так, что надо соблюдать международное право там, и так далее. Нужно соблюдать международное право, но надо соблюдать с теми, кто с тобой его соблюдает, если ты не лох. И не надо за наш счет соблюдать это международное право, правильно? Вызывая своих защитников с фронта, ну и так далее. Поэтому я надеюсь, что Владимир Зеленский по-другому отнесется. Мы с ним ровесники, в принципе. Я уверен, что некоторые вещи, которые я тут говорил, писал, доходили до него и принимались кое-какие меры. И я в дальнейшем думаю, что так и будет. Кстати говоря, вот я бы хотел бы тоже, пользуясь вот моментом, обратиться к Владимиру Зеленскому по поводу того, что он сказал, что недавно, что нужно вести контрпропаганду. Господин президент Владимир Зеленский, я абсолютно с вами согласен. Это абсолютно верное решение. Надо вести очень мощную на русском языке контрпропаганду. И без этого вы и мы вместе не справимся. Не справимся мы. Недостаточно, что вот Радио Свобода там что-то говорит там в настоящее время. Это небольшой коллектив, в котором, я уверен, затесавшиеся вот эти агенты влияния, просто казачки засланные. Тот же Тимур Алевский, там, да, который тут говорит, ну он реверансы пытается делать, правду не сказать не может, там, да, как бы вроде бы там, да, сразу же раскусят, но просто реверансы. И он прям открыто говорит, да, про ГРУшников, которых, говорит, ну я как-то пытался их оправдать, но я вот не могу никак найти. Ну куда их оправдывать? Но это уже хороший сигнал, да? Это не объективность, да? Это подмазывание, да? Ребята, только меня не трогать. Вон, троньте там блогера Аслана, троньте там другого кого-нибудь. Ну вот только вот Тимура Алевского не трогайте. Вот такого вот плана, да? Но он останется, он на коне будет, он там развитие. И правда будет недостаточная, да? Половинчатая правда. В нашем деле не полная правда, она может быть даже вредна, чем абсолютная ложь. Так, поехали дальше, ребята. Я тут много пропустил. Если что, пишите заново ваши комментарии. Если что, извините. Так, сенатор А. Так, давайте с Рамазана начнем, Магомедова. Среди украинцев тоже есть русские, которые просто влюблены в русский мир. Конечно, есть. Рамазан, если среди чеченцев они есть, то почему же не будет среди русских? Сенатор А. Аслан, если я подпишусь на президента Украины, проголосуешь за меня, тебя поставлю главой организации по правам человека Туран. Как тебе такое? Если я подпишусь на президента Украины. В смысле ты подпишешься? В смысле проголосовать? Ты баллотироваться? Если ты станешь президентом Украины? Ну, давай я узнаю твою программу, сенатор. Если ты наших взглядов, и ты за свободную правовую страну Украину, то, конечно, я буду тебя поддерживать. Так. Так, Чинго, забей его в конце концов. Чинго аккуратнее, чем не самое. Шашкой сильно не маши. Так, давайте, ребят. Мистер Робот. Аслан, ситуация с чеченцами в Украине еще раз доказывает, что мы должны учиться и добиваться успеха на Западе. И только там мы сможем побеждать, а не с автоматом бегать в Сирии и Украине. Совершенно верно. Так, опять не слушается меня эта мышка. Так, что вы там про Израиль говорите? Адам Смит. Земли Израиля подарены Всевышним Аллахом евреям, а не арабам, а Аллах свое решение не менял в Коране.
Так, евреи имеют такое же право на государство, на свою землю, как все остальные. Аслан, кто такой Муса Темишев? Муса Темишев, по-моему, есть это тот, который рассказывает, что он там с Дудаевым там, и так далее, там, пишет, что это предатель. Да, Хусейн Исханов и другие наши, которые его хорошо знают, называют его никем иным, как предателем. Так, Хамзат Кило. Аслан, сегодня видел семейную пару из Донецка. Как обычно, свои тупые разговоры были по-русски, не давали разговаривать. Украина стреляла по нам и так далее и тому подобное. Но Хамзат Кило, я тебе скажу одну вещь. Я тут обратился, как-то мне нужно было там по документам взять кое-чего. И обратился там одному человеку, такой известный тут в Гамбурге человек, большой политик, да, ну, бывшим, да. Так вот, он мне сказал, что Украине не дают говорить по-русски. Я говорю, я только прилетел с Украины. Это было позапрошлом году, по-моему. Я говорю, я только прилетел. Я не говорю на украинском. Со мной говорили все на русском. Все просто говорили. И таксисты, и в ресторане, и там, куда я только не попадал. Он говорит, нет, это неправда. Я говорю, вы что говорите? И, короче, мы с ним разругались, и он меня выставил, короче говоря, из своего этого офиса. Но я там, конечно, ему все сказал, что я думаю и о нем, и о русском мире. Вот такие вот тут есть люди, которые... он мне сказал, он мне начал говорить, что ему нужен был такой человек, как я, вот в чеченской среде, и он мне начал реверансы делать, что вот он друг этого Шрёдера, и я уже тогда понял, к чему разговор идет, что вот он друг Шрёдера, что он мне поможет, там есть такой хороший, сякой, давай, там, и так далее. Я сказал, Шрёдер преступник, он с преступниками тусуется, он пособник получается всего этого, он обеляет этот преступный режим. И так далее, короче говоря, и вот у нас разговор вышел на повышенных тонах, и он меня выставил. Как добропорядочный гражданин, мне пришлось покинуть его офис. Так. Роман Воеводин. Порошенко больше за Украину, чем Зеленский. Я не знаю. Про Зеленского, знаете, такие вбросы делаются. Я читаю, думаю, это вот сейчас будет доказательно. Какое-то такое оценочное суждение, да, приводится. Давайте посмотрим, что говорит. Да, человек пытается договориться. Он абсолютно не понимает, куда он попал. Не абсолютно, но он не до конца понимает, понимаете? Он пытается с ним говорить. Это что может быть? Это может быть как человек, агент влияния, работает на русских. А может быть, он искренне думает, что вот он такой талантливый, ораторские способности имеет. И вот он сейчас договорится, Вова, давай как-нибудь, что-нибудь. И после того, как он уже с ним поговорил, вот недавно у него было заявление, что он говорит, только контрпропаганда. Против вас, украинцы, уже 5-6 лет, сколько уже лет, уже ведется вот эта пропаганда. Днем и ночью мы все это проходили. Мы за вами смотрим и видим то же самое на нас. Просто механизмы отработаны уже, и уже идет без сучка и задоринки. И, ребята, если они днем и ночью показывают вас по телевизору, говорят про Украину, там это, то все, то знайте, что это для чего-то делается. Эти миллионы, миллиарды затрачиваются, чтобы завтра их потом окупить. Они от вас не отстанут. Пока полностью на их телевидении не заткнутся они про Украину, от вас они не отстанут. Они от вас не отстанут, пока вы им нос не дадите, пока вы свой Крым не заберете, пока Донецк, Луганск не вернете полностью, эти области под свой контроль. Не отстанут, не питайте себя иллюзиями. Мы потеряли 30% населения, и мы знаем, о чем мы говорим. И мы вот с этой, и вы воевали раньше, и мы 400 лет воевали, и вы много столетий, там, десятки, сотни лет воевали с ним. И над вами были геноциды, как над нами. Вы тоже их хорошо знаете. Но вот сегодняшняя власть, некоторые вот такие практичные вещи, которые только на практике можно узнать, не отстанут они от вас. Не отстанут они от вас. А потом они у вас устроят геноцид, 1937 год, все что угодно. Только язык силы они понимают. Посмотрите, Владимир Зеленский, украинцы, посмотрите, как говорил советский генерал с ними.
генерал, который знал их очень хорошо. Благодаря вот этой четкой позиции Джохара Дудаева, только помощи Запада, мобилизации общества, которое Дудаев своими меткими, мужественными, храбрыми словами поставил на место, поднял дух, мы смогли одолеть. Представьте, маленькая Чечня, нам не давали никакие стингеры, никакие американцы, хотя американцы нам помогали, но у них было там оружие не давать там, и так далее и тому подобное. И при всем при этом мы били их, били так, что, знаете, мы, наши воины, становились на намаз, да, на молитву мусульманскую, становились на молитву и молили Господа, чтобы Он, когда сейчас будет штурм, прислал спецназовцев, а не вот этих рядовых. Потому что рядовых, во-первых, было жалко, а во-вторых, оружие у них было обычное. Нужно было вот так. Молили Всевышнего, чтобы нам на штурм послали спецназов. Вот такой дух у нас был. И у вас он будет, если лидер так отнесется к этому. Только победа, только силой. Войну остановить можно войной, гласит чеченская пословица. В сегодняшней ситуации вы оказались, что вы свою землю, не ждете чего-то. Пора уже возвращать. Вы можете вернуть. Честное слово, они не настолько сильны, вот эти оккупанты, насколько они пытаются казаться. И то, что они в Сирии делают, то, что они в Чечне делали, вот этот ужас, который они наводили, они делали не то, что они такие сильные, там, такие способные, такие смелые, а просто запугать. И в Сирии то, что они делают, вот это сравнивают больницы, школы, землей, они то же самое будут делать с вами, и это делается, чтобы запугать вас, украинцы, и запугать Запад. Все, дайте достойный ответ, и я вас уверяю, они просто, как будто они вот этих 5 лет они не оскорбляли вас, не смеялись над вами, там, что вот они такие великие, а вот они одним вот этим марш-броском до Киева доберутся и так далее. Это все, как будто этого они не говорили, они себя так начнут вести, понимаете? Они одним десантным полком за 2 недели или за 2 часа, за 2 дня, что ли, Грозный брали. Мы их министр нападения, Павел Грачев об этом заявлял. Он одним десантным полком готов был взять. Мы столько этих полков положили. И десантных, и остальных, и всех там, и краповых, и желтых, и всяких там серо-буро-малиновых. Другого языка, к сожалению, это так. Я против насилия, я категорически против. Но преступника по-другому не остановить. Для остановить преступника нужен вооруженный полицейский, который не боится его, который над ним стоит, который даже не на равных. Нельзя говорить с Путиным на равных. Мы это уже проходили. Давайте я отвечу на ваши вопросы еще немножко. Так, Аслан, давай на чистоту, говорит мистер Робот. Опять попадает он тут яркими значками привлекает внимание. Аслан, давай на чистоту. Большая война в Украине будет, это факт. Может, им хватит сопли жевать. Почему они не готовятся к вторжению? Почему такие тупые? Я бы не сказал, что они не готовятся. Украинская армия намного стала сильнее и более мотивированной. Хотя, конечно же, оставляет желать лучшего. Но это не делается так быстро. Во-первых. Во-вторых, большая война будет, если так сидеть. А если идти вперед, то можно избежать, я так думаю. Потому что не полезет Путин, не бросит он всю свою армию, если туда просто зайдут и займут свою территорию. Свою территорию украинцы. И нельзя говорить там Донецк, Луганск, не говоря про Крым. Сегодня я смотрел «Настоящее время», да, американский канал, и тоже хорошая новость поступила, что Международный суд ООН в Гааге, да, их там 2, Международный уголовный суд в Гааге и Международный суд ООН в Гааге, и они недалеко, между прочим, друг от друга находятся, что вот удовлетворил иск Украины, и что вот дело принято к рассмотрению и будет рассматриваться по существу. И Россия в этом деле проиграла, и сейчас будет там судебный процесс над этим.
по поводу финансирования терроризма и так далее, и так далее. Хотя нужно было подать еще и Международному уголовному суду в Гааге за агрессию, военные преступления, которые Россия совершала на территории Украины. Так вот, журналист, ведущий, рассказывает, что вот речь идет о крымских татарах, украинцах. Вот так я услышал сегодняшний эфир журналиста с настоящего времени. Речь шла о Крыме, и он сказал, что вот там угнетаются, ущемляются права крымских татар и украинцев. Ребята, если вы так будете говорить, ну это вообще никуда не годится. Ну или позволять так говорить. И ни в коем случае Крым нельзя бросать. Это вы не отделаетесь, если вы считаете, что Крым вот оставим, а это... Нет, вы так не отделаетесь. Нужно вести мощную пропаганду, в первую очередь, подготовиться как следует, как сейчас Россия ведет мощную пропаганду, вести надо антипропаганду, конкретно поработать над этим и аккуратно войти, чтобы местное население знало, что к ним идут свои. Потому что реально ни украинская армия, ни другие, даже вот эти оболваненные ватники, они являются гражданами России, как бы гражданами Украины, которые получили российские паспорта, ну все, ты можешь уехать в Россию. Если не хочешь, давай оставайся. Кому-то насильно дают эти, как нам давали эти российские паспорта. Это, конечно, это сложный вопрос, это не так легко, но при всем при этом это абсолютно осуществимо. И рано или поздно Украине придется это сделать. Или перестать быть независимым. Выбор за украинцами. Так, крымских татаров украинцы в свое время тоже чморили. В итоге крымские татары оказались больше гражданами, чем эти малоросы. Не зарекайтесь по этому. Мистер Робот, давай ты не будешь оскорблять украинцев, ну, по крайней мере, вот в таком тоне говорить. Это раз. А во-вторых, украинцы и в Крыму, да, для ясности, как мы увидели, большое количество ватников, прорусски настроенных людей. Это раз. Во-вторых, и русские не любят давать никому свободу. Ни сами ее не хотят, и никому ее не дают. Во-вторых, в Украине всегда люди конфликтовали с властью, всегда отстаивали свои права. И, как мы помним, Януковича свергали не крымские татары, а сами украинцы. И он тоже был, кстати говоря, гражданином Украины и даже президентом Украины. Поэтому не все так просто. И вот просто иногда мне это вот режет слух и очень неприятно, что иногда вот говорят, что вот... И при всем при этом, ну, говорят, что там не про Крым говорят там, или делят у крымских татар, что они не граждане. Хотя они не предали. Они на референдуме не участвовали. Мустафа Джемилев, как настоящий мужчина, как гражданин своей страны, гражданин Украины, повел себя патриотично, достойно и не продался. Хотя под старость лет мог бы себе там выслужить там какую-то пенсию и тоже сейчас быть там, как Кадыров, допустим, уважаемым человеком. Слава Богу, он этого не сделал. Слава Богу, крымские татары не поступили как Кадыров. Они поступили как Дудаев, Масхадов и так далее. И поэтому, конечно же, нам всем надо объединяться. То, что в Украине нет никакого религиозного, национального там подвоха, и украинцы намного терпимее относятся в общей массе своей к толерантной и демократичной, цивилизованной, чем Россия, это показало вот даже вот последний пример, когда разрешили в Украине в хиджабе фотографироваться на паспорт, когда они избрали еврея президентом. Это о многом говорит. Да, им надоел Порошенко, даже украинец, даже там, хотя говорили, что он там тоже наполовину еврей и так далее, но это не важно. Важно то, что люди, несмотря на что, они посчитали, что вот этот человек будет честным. И я очень надеюсь, что Владимир Зеленский займется коррупцией, которая бич просто большой, проблема огромнейшая Украины, займется, вернее, возвращением земель. И только языком силы Владимир Зеленский. Я про вас знаю, ну,
наверное, он это не услышит, но я знаю про Владимира Зеленского, что он очень с характером парень, и что он может и в лоб дать, да, если надо. И как бы, я думаю, пора Владимиру Зеленскому показать характер. Так, поехали дальше. Так, Чинху, ставьте лайки и подписывайтесь на реалити, говорит. Так, видите, 303, о, сколько? 644, почти половина у нас уже лайков стоят. Это такого практически никогда не было, чтобы 50% почти поставили лайки. Молодцы, давайте успехи. Рамазан Магомедов, смотрите, лайки нам нужны для того, чтобы мы подняли просмотры. Мы занимаемся просвещением нашей молодежи и контрпропагандой, про которую говорит Зеленский, в меру своих возможностей. Поэтому, если вы согласны с тем, что я говорю, вы тоже должны это распространять. Так, Рамазан Магомедов. Воин, с кем в союзниках сейчас курды? А, нет, это уже между собой общаются. Так, ассаламу алейкум от крымского татарина Аскер Кремлей. Ва алейкум салам, брат. Ва алейкум салам. Виодео в тренд. Правильно, в топ давайте, в топ выводите. Все от вас зависит, парни, друзья, братцы, сестры. Миша Мансуров. Есть такая версия. Зеленский кинул Путина по разводу войск. ВСУ переоденутся в Нацгвардию и полицию. Официальная армия не будет, а гвардия, полиция останется. А Путину придется убрать ополченцев. Не уберет Путин. Не уберет. Там ведь нет ополченца, это мясо. И там реально работают столько сил, затрат. Нет, никогда не уберет. Как только выведут границу, восстановят, вопросы возникнут с Крымом то же самое. И Путин знает, и как предатель он получится русского народа там, и так далее. Хотя они все схавают, конечно, и предательство схавают. Они взрывы домов своих женщин, детей взрывали, схавали, они газом травили, они много-много еще терактов проводили против своих граждан, об этом узнавали. Последний был в Питере, да, помните все. Тоже, когда тогда уже русские поняли, что что-то тут нечисто. И тогда уже реально люди начали проводить свои расследования, много чего выявили. В Беслане они, правда, дети кавказские, осетинские, их с огнеметов жгли. Поэтому, я думаю, даже если выведет, конечно, русские это все стерпят. Но при всем при этом, конечно, я думаю, будет биться до конца. Потому что без Украины никакой империи, которую он строит, где он собирается быть царем, да, его уже давно царем считают, а не неодворянство, все генералы, там, ФСБшники и так далее, никакой великой русской империи не будет без Украины. Поэтому украинцы, к сожалению, вы влипли. Так. Ну и ваша беспечность, конечно, вас я тоже не оправдываю. Ваша беспечность тоже в этом, конечно, повлияла на это. Так, господа, мы сколько уже говорим? Вот мы уже почти 1,5 часа говорим. Осталось 3 минутки. Так, Артишок Сталкер, царь лжи, говорит. Абсолютно верно. Артишок. Что вы думаете о Карабахе и российском влиянии? Это азербайджанец задает. Я считаю, что азербайджанцы и грузины, армяне должны договориться и решить этот вопрос. Так, воин, вас вооружала Америка, передала... нет, это опять кремлевская... это, наверное, с курдом ты разговариваешь. Понятно. Анзорино, кремлевская банда, совершенно верно. Воин 11777 ислам. Сравните с правлением курдов, аюбидов, Салахадин, ислам даже в Соединенную Азию пришел. Да, ребята, вот вы сейчас далеко зашли. Курды имеют такое же право на государство, как имеют евреи, чеченцы и все остальные. И я считаю, что турки должны дать им это право. И
не мобилизовать народ, чтобы вот долбить постоянно. Да, там есть коммунисты, с которыми не нравится, но есть террористы в Кремле, с ними торгуют и ничего. Все зависит от того, насколько у тебя много ракет и насколько у тебя много денег. Ладно, не будем об этом, давайте поговорим о чем-то, а то хотя уже стрим заканчивается. Медхунчик работает. Я же говорю спамят специально. Поняли, что все читают и запутать хотят. Да, вот тоже возможно. Если они не прекращают, между собой, вы можете потом в комментариях поговорить, еще где-то. Здесь вы могли бы задавать мне какие-то интересные вопросы и тоже меня обогащать своими знаниями, и я бы делился с вашим мнением, и тоже обогащал бы других зрителей, которые нас смотрят. Так, давайте, сенатора Аслан, программа Амир Тимура. Буду строить пирамиды из черепов ватника. Присоединяйтесь. Да, сенатор, это, конечно, мощная программа. Желаю тебе освободить свою страну. Так, давайте я зачитаю Игоря Миколадзе. Смогу приехать, если можно будет переночевать. Игорь Миколадзе, вы о чем? Куда? Вы про Берлин? Место найдем, приезжайте, если вы про Берлин. Аслан, чири и марихуану легализуют. Марихуаны все у нас там проживают, и они все на легальном положении. Давайте я на этом закончу наш эфир, 1,5 часа мы говорим. Следующий стрим будет или в понедельник, потому что у нас там будет конференция в Берлине, в понедельник и во вторник. Если мы успеем, то проведем в понедельник. Если нет, то мы проведем или в среду, в четверг, или, как обычно, в пятницу. Всем всего хорошего, спасибо, что смотрели, спасибо, что поддерживаете. Всем всего хорошего, спокойной ночи. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.